Всем привет, друзья! Меня зовут Надежда. Я учусь на Назарбаев интеллектуальной школе города Кустанай. В общежитии, где я проживаю, с ребятами мы любим играть в игру Асахату. Существует огромное количество разновидностей данной игры, и одна из них – Бестаз. В эту игру преимущественно играют девушки, и вам понадобится для этой игры 5 асыков. Так как ладонь у девушки небольшого размера, лучше брать маленькие асыки, чтобы было удобнее брать и ловить. Итак, начнем с первой позиции. Необходимо разбросать 5 асыков, после чего выбрать главный, затем подбросить его. В этот момент с земли взять любой из этих асыков, после чего поймать главный. Итак. Вы должны проделать это 4 раза, чтобы позиция была вам засчитана. Важно отметить, что в процессе выполнения данного задания, то есть выполнения данной позиции, вам нужно запомнить ваш главный асык, и каждый раз, когда вы берете с земли любой другой асык, вы его сбрасываете, так как главный он является ханом, и он будет у вас главным на протяжении всей игры. Вторая позиция похожа на предыдущую, однако теперь вам необходимо брать с земли по 2 асыка. Также выбираете главный, и теперь ваша задача взять 2 асыка одновременно. Если же асыки лежат далеко, то вы можете их пододвинуть, но при этом вы также должны подкидывать главный. В следующей позиции вы также бросаете на землю асыки, выбираете главный, но теперь вы сначала берете 1 асык, а затем берете сразу 3. Это было все достаточно просто. Теперь идет 4-я позиция, и вам необходимо подбросить 1 асык, затем положить 4, и при этом поймать главный. После чего снова подбросить главный и взять с земли 4, которые лежали на ней. Итак. Следующая позиция достаточно простая. Вам необходимо подбросить главный асык, после чего провести по земле пальцем и поймать главный асык. Продемонстрирую еще раз. Так как в основном люди не знакомы с этой игрой, то при выполнении позиции лучше всего подбрасывать главный асык как можно выше. Так у вас будет больше времени для того, чтобы взять с земли асыки и поймать его. Следующая позиция, она похожа на первую, но теперь вам необходимо все асыки брать с земли и ловить главный со звуком. То есть сейчас я вам продемонстрирую. Должен слышен быть отчетливый звук. Следующая позиция, она также похожа на первую, но теперь вам необходимо все это сделать без звука. Если же вы сделаете со звуком, то ваша попытка не засчитывается. Чтобы выполнить эту позицию, вам необходимо запомнить одну простую шпаргалку, так сказать. Вы берете главный асык 2 вот этими пальцами, и тот асык, который вы будете брать с земли, вы должны брать вот в эту часть ладони. И при этом придерживать ее вот этими 2 пальцами. Так вам будет удобнее. Следующая позиция считается самой сложной. Она называется заменой. Вы также разбрасываете асыки, берете 1 главный, подбрасываете, берете с земли асык и теперь производите замену в руке. После чего вы должны будете подбросить главный и при этом убрать с руки тот асык, который перед этим взяли с земли, и взять следующий. Сейчас я вам продемонстрирую, как это должно быть. У меня в руке зеленый, это мой главный, и фиолетовый, который я должна буду положить на землю. И при этом я возьму розовый. И сделаю то же самое, то есть я произведу замену.
Предпоследняя позиция называется ворота. Это как забить гол. В роли ворот будет ваша рука, а в роли мяча будет осык. Вы также выбираете главный. И теперь поочередно вы должны каждый осык провести в вашу ладонь. Можете делать это несколько раз, но главное ловить хан. И последняя позиция, которая решает исход игры, называется подсчет очков. Теперь вы должны подбросить все 5 осыков одновременно и словить их лицевой стороной вашей ладони. Затем снова подбросить их и словить. Итак, у меня 4 осыка. Каждый осык считается за 10 очков. Итого у меня 40 очков. У девушек существуют некоторые упрощения, так как они могут это делать двумя руками. У мужчин же в этой игре нет таких упрощений, и они делают это все одной рукой. На этом у меня все. Спасибо за внимание.